Здравствуйте. Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. 4 иностранцев обвиняются в попытке и даче взятки должностному лицу. Нюрнбергские следователи завершили расследование уголовных дел по обвинению 4 иностранных граждан, 2 из которых обвиняются в даче взятки должностному лицу через посредника, а 2 в покушении на дачу взятки должностному лицу. В прошлом году иностранцы в целях замены имевшихся у них национальных удостоверений тракториста-машиниста на аналогичное удостоверение образца России без сдачи теоретического экзамена обратились через посредника к старшему государственному инспектору инспекции Гостехнадзора Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Якутии по Сунтарскому улусу. Он выполнил их просьбу за 15 тысяч рублей за каждое удостоверение. В общей сумме вышло 60 тысяч. За услуги 2 заплатили через посредника обговоренную сумму. Другие же попросту не успели, поскольку инспектор Гостехнадзора перепутал при изготовлении удостоверения их фотографии. Допущенную техническую ошибку он не смог в последующем исправить по причине увольнения с госслужбы по результатам служебной проверки. Следователи восстановили полную картину событий, и мужчины признали свою вину. Одного из мужчин заключили под стражу за попытку скрыться от органов. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование по уголовным делам завершено и направлено в суд. Но история еще не закончилась для исполнителя. В ходе расследования бывший старший госинспектор инспекции Гостехнадзора задержан. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование этих уголовных дел в отношении него и посредника продолжается. В Верхоянском районе задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве при помощи мессенджера. В полицию района поступили заявления от 5 местных жителей. У всех у них неизвестный злоумышленник похитил разные суммы денег. Общий материальный ущерб составил свыше 100 тысяч рублей. Потерпевшие были уверены, что направляют деньги своему родственнику, который под заказ в скором времени доставит в отдаленный арктический район запасные части к снегоходам и продукты питания. Управлением уголовного розыска МВД Республики подозреваемый в обмане арктических жителей был установлен. Им оказался их 26-летний земляк. Мужчина, будучи осведомленным о родственно-дружеских отношениях потерпевших, посредством мессенджера направлял им сообщения о возможности завести в Северный район запасные части и продукты питания. Ему удалось войти в группу родственников в социальном мессенджере, поэтому потерпевшие и не подозревали, что переписываются с посторонним человеком. Для получения денег подозреваемый сообщал данные банковских карт своих знакомых. В целях конспирации он периодически менял номера телефонов. В его отношении возбудили уголовное дело. Сейчас проводится дальнейшее расследование. Возможно, обратившиеся в полицию не единственные жертвы мошенника. В городе Удачном мужчина предстанет перед судом за оскорбление полицейских. Об этом сообщает прокуратура Якутии. По версии следствия, по поступившему сообщению о нахождении обвиняемого в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, он был доставлен сотрудниками полиции в больницу для произведения медицинского освидетельствования. При этом обвиняемый, находясь в отделении скорой медицинской помощи, не желая выполнять требования участкового, а также помощника оперативного дежурного Удачинского отделения полиции, начал оскорблять их нецензурной бранью. В его отношении возбудили уголовное дело, и после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд. Лесные пожары, которые нынешней весной бушуют на востоке Австралии, в выходные вспухнули с новой силой. Десятки домов уничтожены. Власти констатируют, что ситуация вышла из-под контроля. Подробности в следующем материале рассказывает Анастасия Дмитриева. Сдержать пожар не удалось. В понедельник власти Восточной Австралии заявили, линия обороны, которую спасатели выстраивали, чтобы противостоять пламени, была прорвана. Ситуация вышла из-под контроля. Огонь уничтожил на своем пути десятки зданий и отрезал основные дороги в районе Голубых гор на севере штата Новый Южный Уэльс, примерно в 250 километрах к северо-западу от Сиднея. Спасатели пытаются потушить пожар площадью около 380 тысяч гектаров. Судя по рассказам очевидцев, пламя из-за ветра распространяется с огромной скоростью. За 10-15 минут все вспыхнуло с каким-то безумством. Было похоже, что пронесся огненный шторм. Повезло, что мы остались живы. Все произошло так быстро. Удалось сохранить немного вещей. Сгорели несколько сараев и все такое. Пламя было, наверное, метров 10 высотой. Знаете, у нас не было никаких шансов остановить его. Было очень горячо. Между тем, Бюро метеорологии предупредило об экстремальных условиях на юго-востоке страны в течение следующих нескольких дней. Среднесуточная температура, как ожидается, приблизится или даже превысит национальный рекорд в 40 градусов по Цельсию.
Лесные пожары нередки в Австралии летом, но в этом году, начавшись еще весной, они достигли беспрецедентной силы. С начала ноября пожары унесли жизни по меньшей мере 4 человек, разрушили 680 домов и уничтожили более 1 миллиона гектаров лесов по всей Восточной Австралии. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.